я много раз говорю, что Казахстан – это наша страна. Это не Назарбаева страна. Он не собственник этой страны, он не правитель. Он в свое время был, в советское время, первым руководителем и автоматически стал руководителем страны и фальсифицировал выборы. Он сейчас человек, захвативший власть в стране. И эта страна ему не принадлежит. У меня много раз была возможность уехать из страны. Я думал об этом, честно скажу, много раз. Я хотел плюнуть и уехать. Вообще, вот не жить в такой поганой стране, как я себе говорил, которая грабит, давит, мучает людей. Сколько я пытался бороться, но не было массовой поддержки. Была ситуация, когда я думал уже уехать. Но потом я себе сказал так. Не я должен уехать, он должен. Не я должен сидеть в тюрьме, он должен сидеть в тюрьме. Он преступник, это моя страна. И поэтому я не ориентируюсь ни на какие западные силы, я ориентируюсь на то, что это моя страна, не Назарбаева, и я смогу вместе со своим народом навести порядок и построить сильную, крутую страну, не хуже, чем в США или в Западной Европе. Мы это можем сделать, и это делали многие народы. И поэтому это моя главная цель, это моя мотивация. Мне не нужен ни Запад, никто. Мне нужна поддержка народа. И вот то, что, смотрите, находясь вдалеке, я сумел найти сторонников вас в сети, я сумел найти сторонников по всей стране. И я убежден, что мы теперь в этом году в состоянии собрать 1 миллион, потому что вы все думаете так же, как и я. Вы хотите перемен, вы хотите изменений, вы хотите справедливую страну. И мы все объединены этой целью. Нам не нужны никакие карточки ДВК, никакие его обещания, которым никто не верит. Мы хотим свободную, сильную страну. Это главное. И нам не нужен никто. Ни Запад, ни Китай, ни Путин. Мы не должны никого бояться. Вот чего мы должны делать. Мы должны изменить страну, и мы можем это сделать. Правда. Единственные новости Казахстана без цензуры Назарбаева. Подписывайтесь на нас в соцсетях, жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новостях. На сегодня все. С вами был Михаил Тишин. До встречи.